Также в этом аяте побуждение постоянно обращаться к Аллаху с дуа. Ведь только Он наделяет добром, и только Он избавляет от бед. Даже если тебе кажется далеким и маловероятным, все равно делай дуа. То есть, что тебе ответ будет казаться далеким, маловероятным, все равно делай дуа. Потому что в этом однозначно тебе будет в дуа добро. Аллах либо ответит на твою дуа, то есть даст тебе то, что ты просишь, рано или поздно. Либо даст тебе что-то лучшее, либо оберегет тебя от чего-то, оберегает тебя по причине твоего дуа от чего-то плохого, либо запишет тебе это дуа как плохое дело. Братья, в наше время это беда, валлахи, билляхи, таллахи. Последнее, к чему прибегают люди, к дуа. Братья, в наше время приходят, вот я вам говорю, как человек, к которому часто люди обращаются с вопросом. И я уверен, что многие, те, кто слышит сейчас меня или услышит в будущем, с этим согласятся. Приходит тебе человек и задает вопрос. Ты ему говоришь: брат, делай дуа. Он злится. Он злится на твой ответ. Он злится на твой ответ. То есть ты ему указываешь самый короткий путь решения его проблемы, он из-за этого на тебя злится. То есть представляете, до чего мы далеки от Господа Субхану Тааля. Приходит человек: брат, говорит, у меня жена больная, брат, я сам болею, брат, у меня дети болеют, делай за нас дуа. Брат, а ты сам за себя дуа делал? Ну да, я делаю дуа, ну ты сделал. При том, что он сам, может быть, даже и не делал дуа. Ведь Всевышний Аллах говорит: «Амма юджибуль муттарра иза даа ва якшифу ссу». Кто избавит человека, который оказался в безвыходном положении от беды, и избавит его от несчастья? Аляхун Аллах, какой-то Бог помимо Аллаха. То есть самый короткий путь для решения любой мирской проблемы или же вещи, связанные с той светом, это дуа, братья. Понимаете, мы до чего далеки от Господа Субхану Тааля. Мы ищем решение любых вопросов в материальных вещах, но не ищем в дуа. Братья, основа это дуа. Основа это просить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: дуа гуль ибада. Дуа это и есть ибада. То есть, если ты примерно хочешь сделать тест, насколько ты близок к той цели, за которой тебя создал Господь, который сказал: «Вама халяктуль джинна вал инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Посмотри в своем сознательном состоянии, то есть не считая того, когда ты спишь, сколько часов ты в дуа. И если, грубо говоря, 24 часа у нас в сутки, и, грубо говоря, ты, допустим, 16 часов бодрствуешь, посмотри, из 16 часов, сколько часов ты в дуа. И чем больше, то есть если ты все 16 часов в дуа, то, иншаллах та'аля, ты живешь в соответствии с той целью, из-за которой тебя создал Господь. Если ты 8 часов в дуа, значит, ты только наполовину живешь в том, из-за чего тебя создал Господь. Если ты, получается, 4 часа, то на четверть, и так далее, и тому подобное. Понимаете? Это, братья, неправильно. Постоянно будь в дуа. Кто-то говорит: брат, а о чем просить Господа? Кто-то говорит: брат, а о чем просить Господа? Вернись к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и посмотри те дуа, которые он делал в течение дня. Ты просыпаешься, баракаллаху фикум, утром, у нас пришло несколько дуа. Ты начинаешь совершать омовение, перед омовением бисмилля, после омовения, да, до омовения ты заходишь в туалет, есть дуа, правильно или нет? То есть ты проснулся, есть дуа. У нас есть баракаллаху фикум сайт, называется, канал называется «Забытые сунны». И там этикеты, связанные с тем, как человек проснется, когда омовение делает, иншаллах, ссылка будет под видео. Ты проснулся, делаешь дуа. Ты пошел в туалет, перед входом в туалет ты делаешь дуа. Ты вышел из туалета, делаешь дуа. Перед омовением говоришь бисмилля. После омовения делаешь дуа. Одеваешься, делаешь дуа. Садишься кушать, дуа. Поел, дуа. Выходишь из дома, дуа. Сел на транспорт, дуа. Прибыл на работу, баракаллаху фикум, какое-то место, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто придет в какое-то место и скажет: аузу би калимати ляхи таммати мин шарри ма халяк, прибегаю к совершенным словам Господа и к полноценным словам Господа зла, которого он сотворил, ему ничего на этом месте не навредит. Ты говоришь: ассаляму алейкум, делаешь дуа.
за верующих, когда встречаешь мусульман, правильно или нет? Ты говоришь джазак Аллаху хайран, дуа. Барак Аллаху фик, дуа. Некоторые люди нервничают, то, что я часто говорю барак Аллаху фик. Я за вас дуа делаю. И вы нервничаете, злитесь, что я на вас делаю дуа. Прошу для вас бараката. Прошу для вас бараката, пусть Аллах субхану ва тааля. Зачем нервничать? Субханаллах, зачем нервничать? Может быть, барак Аллаху фикум, после какого-то урока тебе пришел какой-то удел. Аллах оберег тебя от какой-то беды по причине того, что я сказал барак Аллаху фикум 10 раз на этом уроке. Поэтому, если мы хотим посмотреть, насколько мы живем в соответствии с той целью, из-за которого делал Господь, создал наш Господь субхану ва тааля, посмотри, сколько времени ты посвящаешь дуа. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما